Друзья, добрый вечер, сердечко, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». Так, друзья, ролик я стала монтировать наш, который я снимала. Оказалось, очень много, конечно, я времени снимала, но все-таки я запустила этот ролик, 40 минут получилось. Он загружается, это тот же день, продолжение как бы. Я сказала вам, что мы уже пообедали, я помыла посуду. Как раз прозвучал азан на намаз, помолилась. И что-то мне немножко хотелось прилечь, я все-таки легла и чуть-чуть подремала, заснула. И вот все равно заснула, не заснула, а наши дела-то надо нам делать. Вчера я пропустила молоко, через сепаратор сливки отделила. И у меня вот прокисло молоко, как я сказала, уже будем делать творог. Я его подогрела. Видите, сейчас я буду делать творог, а потом уже займемся нашими фруктами. Я буду их мыть, уже готовить к заморозке и так далее. Вот так вот, друзья. Мои дорогие, как у вас дела? У меня как-то никак не получается нормально снимать ролики. Не знаю, что такое. Начинаю, снимаю и не загружаю. Что-то произошло, не знаю, где-то что-то, какой-то произошел щелчок, что я не могу каждый день снимать и выкладывать свои ролики. А когда вот я снимала каждый день и рассказывала о своем каждом дне, по-моему, мне самой даже было интересно, и каждый день хотелось все снимать и говорить вам, что я делаю. Ну, вот какой-то период прошел, что я этого не делаю, и решила все-таки снова делать то же самое. Что сегодня сделала, то вам и расскажу. Надо возвращаться к нормальной жизни, как бы блогерской. Все мои подруги тоже говорят: Лейла, давай, почему ты каждый день не снимаешь, почему ты не рассказываешь о каждом своем дне. Ну, просто все, как всегда, одинаковое, муторное, рутинное. Я боюсь и надоесть вам постоянно показывать тот же творог, те же сливки, те же заготовки. Но такая у меня жизнь. Вот сегодня немножко разнообразила. Заехала в магазин, в котором никогда не была. Очень хотелось. Этот магазин открыт еще с весны. Но все-таки вот заскочила, хотя сегодня там ничего такого и не было для меня. Но буду знать тебе, что и как там. И мне действительно очень понравилась продавщица. Вы знаете, вот таких бы продавцов брали себе на работу хозяева и дорожили бы им. Я не знаю, но хозяйку магазина я не видела, но видела как-то в Инстаграме, вроде бы тоже очень приятная женщина. Но эта девочка меня просто действительно удивила. Вот без камеры тоже. Она очень много все, что я на все вопросы, которые я задам, эта девочка отвечала. Причем вот каждую мелочь скрупулезно подходила к каждой мелочи. Что это так, что есть и на будущее для рассады. Вот действительно такого человека, мне кажется, нужно держать. И вообще-то у меня, друзья, действительно вот есть такое мнение, мои цыплята, все-таки нельзя их, чтобы они вот так вот гуляли здесь у меня. И жалко их сейчас клетку собирать. У меня есть такое мнение, что если у тебя работник хороший, то за этого работника нужно держаться, поощрять его. Не обязательно там зарплаты, а просто говорить, наверное, такому работнику хорошие слова. Что продавец, что работник кафе, без разницы. Вот ты видишь, что твой человек, твой работник, не твой человек, а твой работник хорошо относится к твоей работе, что он вроде бы нравится твоим как бы клиентам, то за него, мне кажется, нужно держаться. Я очень благодарна этой девочке, мне очень понравилось. И в итоге обычно у нас у нас, у ингушей, у чеченцев тоже, наверное, обычно спрашивают: а чья ты, чья какого-то тейпа? И мы эту девочку тоже спросили, потому что она нам очень понравилась, она нам запала в душу. На выходе, когда мы уже рассчитались, спросили, откуда она оказывается, отсюда же, с Кантышева, и спросили, чья она, какого тейпа. Она оказалась наша собственная, тоже Яндиева девчонка. Мы так рассмеялись и обнялись с ней. Вот, говорит, мы чувствуем друг друга, что вот мы родственники, и поэтому друг друга так хорошо поняли, прям с полуслова. Вот так вот сегодня немножко развеялась все-таки в магазине с приятной девочкой, с приятным продавцом. Это действительно очень приятно. Там, без разницы, какого тейпа она и кто она. Иногда вот бывает, что вот подходишь в магазин за продуктами, любой магазин, что-то как-то спросишь, тебе 3 раза спросишь, тебе не ответят.
А иногда могут даже так как-то грубо ответить, что думаешь, о боже, или я у нее покупаю, или она у меня покупает. Почему она такая грубая? Бывает и такое. Вот буквально недавно я покупала посуду для моей подписчицы на рынке. И вы знаете, я просто у этого человека выуживала информацию о посуде, а это еще есть такая. И вот если бы вот, например, на ее месте была бы вот нормальная девчонка, как сегодня, то она бы быстренько-быстренько показала всю. Вот, я спрашиваю ее из этой серии, еще что-то есть? Да ты посмотри там. Там стоят, все, что есть, там стоит. Ну, встань быстренько, расставь, посмотри, покажи. Покажи с красивого вида, с какого-то так, чтобы я действительно захотела купить эту посуду. Тем более сейчас такой рынок перегружен всем. И посудой, и едой. И чтобы продать, нужно в действительности столько ухитриться. А продавала-то посуду не продавщица, а сама собственная хозяйка. Тем более, когда хозяйка вот так вот относится к этому, то если бы эта посуда, которую я взяла у этого продавца, была в другом месте, я бы никогда в жизни у нее бы ее не купила. Но вот именно то, что мне нужно было, было только у нее. И мне пришлось ее купить с таким, знаете, вот с таким осадком на сердце, что вот, что это было. Такое тоже бывает. Ладно, заболталась. Все, пошли делать творог. Так. Ну, будем делать творог. Я его делаю так, не знаю кто как. Сначала в этой большой вот это. Мне так удобно, сыворотка нормально отходит. Потом перекладываю в маленькие. Ну, мои постоянные подписчики видели, как я делаю творог. Я сейчас немножечко покажу для новеньких, может быть, что-то как-то. И да, корова, ну это одна дойка, еще не вернулась в свое прежнее состояние. Ну лучше, конечно, но все-таки молоко эта дойка дает очень мало, и она очень не дает себя выдаивать. Вот именно только прикоснусь к этой дойке, она начинает легаться. И мне все-таки придется купить этот антибрик, по-моему, как-то называется, говорят. Придется купить, потому что ни в какую не дает дотронуться до этой дойки. Я ее с трудом выдаиваю. Скорее всего, его что-то укусило в эту дойку. Не просто так там мастит, а скорее всего укус клеща, наверное, мне кажется. У нас жарко очень. Пока жара не спадет, не могу и в огород зайти. В огороде тоже, друзья, ужас, что у меня творится. Везде сорняк уже пошел, потому что было, по-моему, 2 дня был дождь у нас. Ну, не подряд, а вот один день дождь, потом через какое-то время еще раз дождь. Сорняк только так прет. Если бы я говорю, еще бы культурные растения вот так бы росли, как сорняк, цены бы не было. Но сорняк только так прет. И действительно, я все возвращаюсь к этому магазину, но у нас не было в Ингушетии, не было вот такого магазина специализированного, чтобы все там было вот именно для посадки и этот, как его, ну все вот эти вот прибамбасы для рассады, для затенения растений, и как они называются, эти вот ткани, я не знаю точно уже название их. Короче, все там есть, мне понравилось, и капельный полив в любом метраже. Вот то, что мне купили, привезли, был размотанный, и было очень неудобно его заматывать. Это прям так и поменьше размер, и подлиннее, как ты хочешь. И очень мне понравились эти загородки для палисадника, особенно деревянные, конечно, дороговато обходятся они, но покрасить их в такой белый цвет, и они были бы очень красивые. Ну, когда-нибудь куплю, как получится. Пока у меня и цветов-то нет, чтобы красивую ограду сделать для них. Ну ничего, будем здоровы, будет и ограда, будут и цветы, лишь бы было здоровье. Очень много, друзья, у нас больных ковидом. И очень много тоже как бы умирают.
Я на этой неделе уже, по-моему, мы на 3 похоронах мы были. На 2 я сама была, на одной только пацанов послала, потому что как раз у меня был насморк, я не могла пойти. Вот такие вот дела, друзья. Сейчас сделаю творог, поставлю кукурузу маме варить. Как я говорила уже, мама подсела на кукурузу. У нее какие-то, знаете, в последнее время получается, вот то, что она раньше любила, она терпеть не может. А вот то, что раньше не ела, наоборот, сейчас ест. Вот она не ела кукурузу этих початках. Говорила, у меня нет зубов, я не могу есть. Она раньше всегда у нас ела грудку куриную, мясо именно, вот, и домашнюю, и покупную, что мы там не готовили, она всегда ела грудку. Теперь вообще близко не дает, чтобы она к ней, ну, чтобы ей приготовили грудку. Ей нужно или крылышко, или спинку. А там же, в принципе, на спинке вообще мяса нет. Нет, не хочу. Только крылышко или только спинки. Я уже даже отдельно спинки для нее покупаю, чтобы вот варить ей супы или просто даже бульоны. И не любит, перестала есть картошку в супах, в борщах. Представляете? Вот вареную картошку там со сметаной, с творогом ест. А вот картошку в супе или в борще не ест. Вот просто чисто бульон. Иногда я ей даже делаю чисто. Она так радуется, говорит, ой, да, Саадыха, большое тебе спасибо, что ты не приготовила этот суп или борщ, а принесла просто чистый бульон. Вот. Не знаю, как-то предпочтения, наверное, меняются с возрастом, наверное, поэтому как-то у меня самой тоже некоторые вещи, которые я не могла раньше есть, сейчас ем. Так, ладно, друзья, не буду отнимать у вас времени. Дальше творог я сделаю без вас. Ну вот, друзья, все. Приготовила я 3 творога. Налила сыворотку в канистру, поставлю в холодильник. Сыворотку я теперь даю теленку. Ну и на свои нужды как бы. Это оставлю теленку на 2 дня как раз. Сегодня вечером и завтра утром. И это до следующего раза не хватит. Некоторую посуду я помыла. Сейчас помою кастрюлю и этот тазик. И потом займусь овощами, друзья. Ой, овощами, фруктами. И вспомнила, что у меня же есть еще дегидратор. Наверное, я немножко абрикосы и посушу. Посмотрим, что из этого выйдет. Теперь будем варить абрикосовое повидло. Сначала помоем абрикосы. Перекрутим их через мясорубку. Так, ну сначала я помою, а потом подключусь. Подмою, удалю косточки и подключусь. Так, друзья, как я сказала, помыла. Они у меня тут стекли. Теперь будем отделять косточки. Абрикос, как видите, переспевший, но я его купила специально, потому что мне нужно было для повидла. Абрикос продавался дешевле, и поэтому я его взяла. Теперь мы просто освободим от косточек, перекрутим через мясорубку и будем варить повидло. Так, ну вот, друзья, теперь пропустим через мясорубку, помыли тщательно. Ну вот, друзья, засыпала я сахаром. Так, я забыла вам сказать, что у меня тут 5 килограмм абрикос было уже почищенных. И засыпала я 3 килограмма сахара. Вот. Теперь перемешаем и на огонь. И, наверное, я буду варить по 15 минут 3 раза. Вот. Попробуем. Вот начнется варить. Я вам покажу дальше. С одной задачей мы как бы справились. Вот покажу вам объем работы. Прополола здесь вот этот кусок земли. Он, конечно, у меня не был пустующим. Здесь у меня росла кукуруза. Может, помните или нет. Но кукуруза, благодаря моей корове, сказала мне прощай, как бы. А моя собственная же корова сожрала мне эти 2 ряда кукурузы.
Прополола, не знаю, может быть, фасоль посажу, может, не сажу. Если честно, рассердилась на своих сыновей, хотя и, наверное, не стоило, потому что действительно пока забор делать у нас нечем. Корова зашла через огород, ихние лошади, и с той стороны свою сетку сломали, и нашу как бы. И вот она зашла через ихний огород с той стороны, и уже в эту, через мой огород, короче говоря, 2 раза даже зашла. 1 раз половину кукурузы съела, 2 раз до конца доела. Вот прополола этот кусочек. Полила кабачки, 3 кабачка у меня тут сидят. И нарвала вот огурчиков немножко. Кабачок 1, баклажан. Направила огурцы. И видите, как сорняк растет. Только так вот. Не успеваю делать в одном месте прополку. Сорняк прет во втором месте. Ну, в междурядье нужно прополоть. Так, друзья, ну вот, хочу посадить все-таки сегодня. Немного сегодня и прополола, как вы видели. Теперь хочу немножко посадить кое-что. Все-таки не удерживаюсь, когда лежит много земли пустой. И тем более у меня огород в этом году очень плачевный. Мне не нравится. Но, не знаю, не имется мне как бы. Вчера еще поставила вертушку. Хорошенечко промочила эту землю. Эту землю мне вскопали после чеснока. Граблями разровняли. Но у меня ряды, как видите, страшненькие. Хотела сегодня попросить сына, второго своего, он хорошо делает эти бороздки, но и сама рано не смогла встать, и он не встал утром, поэтому до работы не стала ему говорить. А тут, как видите, сухо, вертушка не дошла, но я сейчас все равно посажу, а потом поверх поставлю верхушку, она все-таки промочит. Вот видите, вот эту вот фасоль я буквально недавно сажала, она уже цветет вовсю. Ну вот сегодня фасоль посадить не успею, посажу вот такие вот крест-салат, укропчик, обычный салатик, что там у меня еще, руккола, шпинат. Вот эти вот вещички здесь посажу. Салатики, они быстро всходят, быстро растут, так что до осени в салаты добавлять можно будет. Лучок у меня есть молоденький. 1 грядочку я уже, уже рву, ем. 2 на подходе. И завтра посажу еще и 3. Купила себе лучок. Вот так вот, друзья. Устала, если честно. Это не по моим силам такие вот вещи. Устаю очень. Но, слава богу, у меня насморк прошел. Гриппозное состояние такое прошло. Алхамдулилла. Девочки мои часто обо мне спрашивают. И в группе мои блогеры, и подружки мои по ютубу. Мне очень помог вот этот препарат Колдакт от простуды, друзья. Вот буквально сразу почувствовала, как у меня идет насморк. 3 капсулы в день. Вот 2 дня по 3 капсулы. И сегодня 2 капсулы я выпила. И, алхамдулилла, как будто бы и не было ничего. А то была головная боль ужасная. А я обычно не пью при простуде ничего. А вот на этот раз побоялась, конечно, этот вирус везде, чертов. Побоялась и быстренько начала принимать этот колдакт. И он мне помог. Обычно у меня этот насморк такой продолжается и 6, и 7 дней, и головные боли ужасные бывают. Так что, если что, вот мне помог колдакт. Не знаю, рекомендую, наверное. Но, не знаю, там есть побочные что-то, как-то. Если вдруг что, смотрите сами, друзья. Но у меня был обычный насморк, как выявилось. Вот так вот, друзья. Уже поздно, уже 8 час вечера. Сейчас быстренько пойду поставлю варить картошку. Хочу со сметаной. Вчера свежую сметану сделала, я вам говорила. Хочу со сметаной картошку. Но вряд ли я успею сделать наши лепешки Ольги. Потому что все-таки хочется и посеять. Сейчас я быстренько забегу. Поставлю вариться картошку и прибегу обратно и посею, вот, что успею, короче говоря. Что не успею, уже завтра. Вот так вот, друзья, потихонечку ко мне приходит мое настроение. Так, и ну вот, друзья, я поставила на огонь. После закипания минут 15 варенье покипит. И потом мы его выключим. Друзья, вот так вот у меня варится варенье уже 15 минут, помешивая часто, чтобы оно не пригоряло. Я его сейчас буду выключать.
И уже второй раз буду варить только завтра, потому что сегодня уже поздно. Так, друзья, значит, посадить я практически больше ничего не успела. Потому что, как только я зашла, мальчики пришли. Но мы все сейчас поужинали. Я, как говорила, отварила картошку. Каспер, успокойся. Как я и говорила, я отварила картошку, мы поели, но посуду еще не убрала. Мне сын говорит, мы завтра должны пойти на работу уже в 6 утра, чтобы быть на работе, друзья. Мама говорит, если даже ты устала, но постарайся сегодня сделать с вечера нам обед, как бы, чтобы завтра сразу утром рано встали и поехали на работу. Дело в том, что просто жара, друзья, они в обед не могут работать, слишком жарко, а пока доедут, то все уже время проходит, поэтому попросил меня сделать сегодня же ужин. Ой, ужин говорю, обед, все время ошибаюсь. Так, значит, я все сделала, ничего не буду показывать, в смысле, ничему не буду вас учить показывать, да я показываю, что я делаю. Чтобы было проще, сегодня решила сделать борщ. Так, значит, у меня сварила молодого гуся, остаток, половинку я вчера варила, отправила им, знаете, что сделала? Просто так нарезала кубиками мясо, сделала, типа гуляша с подливой. А это оставалось у меня, значит, вот эта спинка, ребрышки эти и грудинка. Короче, отварила для бульона, как вы видите, засыпала картошку, картошка чуть-чуть покипит, потом капусту и все остальное. Сейчас сразу, наверное, сделаю зажарочку. Тем временем, пока все это у меня будет вариться, я помою абрикосы, почищу их и приготовлю к заморозке. Сначала лучок, и потом все остальное. Я просто пока они ужинали, приготовила все, поставила, потому что я наелась фруктов, с ними я практически не ужинала, просто попила чайку. Вот такие вот, друзья, дела. Никак они с этой работой не справятся, затянулась она. Хочет сын быстрее, конечно, с ней разделаться, как бы. И уже что-то другое нужно будет делать. Не знаю, нашел ли он работу, мы как-то не говорили об этом. Так, значит, картошка у меня закипела. И пока будет вариться картошка, я буду мыть посуду. Так, теперь уже пора морковочку закидывать. Лук немножко обжарился. Морковь, свеклу. Немножко оставлю свеклу, чтобы кинуть так сырую позже. И, наверное, сразу и болгарку даже. Можно было чуть-чуть попозже, но не буду как бы заморачиваться. Если честно, я люблю борщ из кислой капусты, из квашеной капусты, как бы свежей капусты борщ не очень-то. Капуста своя. Если бы коровка не постаралась, и свекла бы была своя, болгарка тоже своя. Но морковки, в принципе, у меня давно-давно нет своей. Лет 5-6 я вот воюю с морковкой, она у меня никак не сходит. Так, картошка тоже до полуготовности готова. Я закидываю Каспер, но не хулиганчий. Короче, это получается такой, знаете, быстрый борщ. Понакидала всего и все.
Каспер, я тебя убью. Видишь, и кинулся и штатив мой. Чуть не уронил. Так, ну борщ я уже сварила. Посуду помыла. Абрикосы тоже начала мыть. Сейчас все, последний штрих для борща. Добавлю чесночок. Ну, вроде бы нормальный борщ получился, друзья. Все, зелень только утром нарву. Сейчас нарваной зелени у меня нет. Минутку еще потомиться. И все. Борщ готов. А тут, как видите, вот посуда перемыта, абрикос моется. Уже одна плошка как бы стоит у меня на столе, уже сушится. Теперь дальше буду мыть абрикосы. Так, друзья, значит, борщ сварен. Но я заодно решила сразу же и завтрак приготовить. Поставила варить гречку. Сейчас поставлю кипятить молочко. Это я специально поставила. Вот видите, ну, пачкать мясорубку и делать из этого повидло мне не хочется. Слива немножко мягкая, абрикос немножко мягкий, вода кипит. Ой. Я сейчас быстренько сварю компотик. Быстрый компот, буквально 5 минут. И на завтра будет уже ребятам готовый компот, друзья. Так что вот так вот проходит мой вечер. Когда готовишь для родных и близких, в принципе, не устаешь. Как-то усталость тоже прошла у меня. Правда, я думала, очень устала вечером, ничего не хочу делать. Но ребята попросили. Что теперь поделать? Мамы не устают никогда. Вот так вот. Тут, по-моему, кастрюля 5-литровая. Пока добавлю одну кружечку сахара, потом посмотрим. Кажется, конечно, для этой кастрюли этого будет много. Скорее всего, я это заморожу тоже на завтра. Для одной кастрюли все-таки действительно, друзья, много. Не будем переводить. Это тоже можно заморозить и завтра сварить еще одну кастрюлю. Вот так вот хватит. Гречка закипела уже. Уже 12 часов ночи, друзья, между прочим. Так, вот добавлю кружку сахара. Закипит буквально минуты 3. Покипит и все. Настоится как раз до утра. И будет все здорово. Так. Потихонечку гречка дойдет. Сейчас поставлю молочко кипятить. И утром будет сразу гречка и молоко готово. Так что мои ребята не опоздают на работу. Ну вот, мои дорогие, я плодотворно поработала. Значит, 1, 2, 3, 4. 4 лотка абрикос, как видите, почистила. Все красивенько. Пойдет в заморозку. Значит, вот эти 2 лоточка у меня персики. Вот. И эти 3 лотка слива. Мне еще осталась слива и немножко персиков с абрикосами на компотике уже в банке. Я это буду делать только уже завтра, друзья. Сейчас уже поздно. Ну вот, мои дорогие, на сегодня мой день как-то закончился. Сейчас закипит молоко. Это я сейчас быстро с собой занесу туда, в морозилку поставлю. И уже, конечно, лягу отдыхать. Всех благ вам, друзья. Мира и благоденствия. Ну вот, как-то так сегодняшний день у меня прошел. Практически 2 ролика я сняла сегодня за один день, что я делала.
Вот так вот, друзья. Берегите себя и своих близких. Спокойной ночи.